Самым радостным и захватывающим месяцем года многие ученики Алданской школы номер 2 назовут июнь. С наступлением каникул здесь открылся ежегодный лагерь дневного пребывания детей. Подвижные игры, творческие изыскания, интеллектуальные викторины и спортивные соревнования. Летом в школе незабываемым становился каждый день. Больше запомнилось, когда мы проходили в РДК, это как там игры там играли, конфеты там получали, призы. Мне вообще было очень клево, и я этот момент запомню навсегда. Мне больше всех понравилась площадка. Там мы могли и поиграть с Богданом догонялки, там мы еще играли, и там еще можно было покрутиться, и мне это очень понравилось. Конечно, для того, чтобы организовать плодотворный и интересный отдых, педагогам требовалось немало изобретательности. А их первыми помощниками вновь стали старшеклассники и студенты, которые работали на площадке вожатыми. Детишки хорошие, отзывчивые, добрые, активные очень. Порой даже за ними не поспеваешь. Вот носятся. Ну, хорошие все равно. Когда я вот была маленькая, да, тоже ходила на площадке. Мне очень нравилось вообще. Там тоже всякие мероприятия были. Мы что-то сами устраивали, выступали, готовили. За сезон на пришкольной площадке отдохнули и набрались сил 90 мальчишек и девчонок с 1 по 6 класс. В этом году было сформировано 3 отряда. К 2 действовавшим ранее добавилась спортивно-оздоровительная группа. Активные игры, походы и тренировки ребятам пошли на пользу. У нас регулярно участвовали в всяких эстафетах, они сдавали нормативы. В целом дети хорошо совсем справлялись, у нас активные ребята, я даже сама не ожидала. Мальчики по 30, по 40 делали отжиманий. Экскурсии, прогулки, викторины, праздники, положительных эмоций и головокружительных впечатлений хватило всем. Детям и вожатым расставаться было жаль. Возникший в первые дни контакт за несколько недель перерос в крепкую дружбу. Очень жалко, я сейчас заплачу. Ну да, я люблю уже своих детей. Да. Естественно, жалко, потому что уже привязались к ним. Всегда вот утром встаешь, сразу первая мысль так раз, дети что-то подготовить, сделать, убрать. Ну и просто очень интересно, интересный опыт, интересные люди. Каждый по-своему уникален. Сезон летней площадки завершился, коридоры и классы опустели, и веселым гомоном школа наполнится только в сентябре. Несомненно, ребят ожидает немало интересных событий, увлекательных проектов и удивительных сюрпризов. А начнется новый учебный год с грандиозного праздника. На пороге осени 2 школа отметит юбилей. На следующий год, вернее в этом году, правильно сказать, следующий учебный год, да, в августе 2026 года нашей школе исполняется 90 лет. Завуч школы Светлана Амелина убеждена, плохих учеников не бывает. Любому ребенку можно дать верные ориентиры, определив курс на полноценное гармоничное развитие. А умение наладить контакт и раскрыть потенциал школьника является первоосновной задачей учителя. Детям Светлана Геннадьевна отдала более 30 лет. Мальчишки и девчонки иногда называют ее душой и сердцем коллектива. Я думаю, что любая школа не обходится без души. В нашей школе это именно она. Она поможет абсолютно везде. Она сделает все, чтобы какое-то мероприятие было выполнено. Она участвует во всех мероприятиях нашей школы и вне школы. Она участвует в некотором роде даже в наших личных жизнях. Мы можем посоветоваться с ней о чем-то, мы можем с ней поговорить. Мы знаем, что она никогда нас не осудит как человек. Мы знаем, что она всегда нам поможет. К слову, Светлана Геннадьевна сама является бывшей ученицей 2 школы. Правда, аттестат зрелости она получила не в этих стенах. Класс нашей героини вышел в большую жизнь из старенького деревянного здания, в котором располагалась 2 школа ранее. Мы были последним выпуском из старой школы. Мы все равно чуть-чуть свою лепту внесли, переносили прямо самостоятельно руками все в новое здание. Мы очень радовались, что у нас новое, красивое, современное здание. И на первый вечер встречи мы уже пришли в новое здание.
Вот если мы встречаемся с одноклассниками, понятно, они вспоминают больше свою школу. Для меня эти понятия, они уже как-то сравнялись. Я уже одинаковая к той старой, к этой новой, потому что она моя родная. Школьные годы, вспоминает Светлана Геннадьевна, были очень яркими. Пионеры и комсомольцы школы номер 2 первыми в районе создали отряд барабанщиков. Большой популярностью пользовались объединение юных патриотов, юных пожарных и инспекторов дорожного движения. Ознаменная школьная группа была лучшей в Алдане. Я, конечно, помню старую школу, деревянное здание. Тем не менее, у нас была хорошая столовая, у нас был спортивный зал, мы проводили дискотеки, замечательные педагоги, замечательные. Всегда вторая школа отличалась сильными профессионалами, вот именно педагогами. Всегда школа была наполнена детским звонким смехом. Разное, конечно, было, да, но тем не менее вспоминается всегда только самое хорошее, самое доброе, самое светлое. Я люблю свою школу. О том, что свяжет жизнь с педагогикой, Светлана Геннадьевна твердо решила еще в старших классах. В 80-е годы школы взяли ориентир на производственное обучение. Профориентационная программа, которую выбрала юная Света, увлекла школьницу сразу. Мои одноклассницы, большинство учились секретарскому делу, да, учились там шить, а я пошла в педкласс. И руководили, наставниками у нас была Лидия Петровна Гамурзакова, и она... именно она сыграла большую роль в выборе профессии. Я была активной пионеркой, была потом комсомолкой активной, всегда вместе и вожатой, еще где-то, еще что-то. Мы всегда были вместе, а потом педкласс. И к концу 10 класса у меня уже не было никаких сомнений. Я знала точно, что я пойду в педагогический. Влияние на выбор школьницы оказали и близкие. С педагогикой профессию связала бабушка нашей героини. Таким образом, Светлана Геннадьевна продолжила семейную династию. У меня бабушка педагог, но она работала воспитателем детского сада. Так случилось, что я стала педагогом, и в школу пришла работать моя родная племянница. Она тоже выпускница нашей школы, она окончила нашу школу, отучилась, и сейчас у нас работает учителем биологии и химии. Получив образование, Светлана вернулась в родную школу педагогом начальных классов. Свои первые уроки она помнит и сейчас. Страхов и волнений не испытывала. Рядом были ее учителя, теперь ставшие коллегами. Наставники во всем поддерживали свою бывшую ученицу. Мне было немножко полегче, наверное, почему? Потому что я пришла в свою школу, пришла к своим педагогам. У меня были наставники, мои педагоги, Александра Ивановна Козина. Она учила нас, и я пришла, работала с ней в одном кабинете. Она непосредственно курировала мне, подсказывала, учила меня, как, что. Я была на практике в своей родной школе. Поэтому я как-то без страха пришла 1 сентября, к 1 сентября и приступила. Начав работать с самыми маленькими школьниками, позднее Светлана Геннадьевна стала вести ОБЖ в средних и старших классах. Более 20 лет назад она заступила в должность завуча и длительное время совмещала заведование учебной частью с преподаванием. В последние годы наша героиня занимается только административной работой, которая охватывает обширный спектр задач. Работаем в команде. У нас есть педагог, психолог, социальный педагог, классные руководители. Получается, лепту вносит каждый для того, чтобы каждый следит, да, отслеживая каждый шаг. Как пришел, куда пошел, зачем прогулял, не прогулял, сразу на карандаш, да, родителей позвонил, сразу подключил. Организация, координация учебного процесса, методическая работа, составление расписания, подготовка планов и отчетов, взаимодействие с коллегами, беседы с родителями, повседневных дел и задач у завуча школы масса. Центральную позицию в деятельности составляет постоянный контакт с детьми. Про Светлану Геннадьевну я могу сказать так, что это лучший завуч в нашей школе, так можно заявить. Она многое сделала, чтобы на наше воспитание повлиять, на саму школу в целом.
Она приложила немалые усилия как раз-таки для этого всего. И я очень благодарна, что вот у нас такой завуч есть. Я ее очень сильно люблю. Если у нас есть какие-то вопросы, мы знаем, что мы можем без проблем подойти к ней, она ответит на наши вопросы, даст информацию дополнительно. По мнению Светланы Геннадьевны, для поддержания мотивации детей к учебе очень важна здоровая, дружелюбная атмосфера, которая позволит каждому человечку чувствовать себя частью коллектива. Причем частью не отдельной, а включенной в общий процесс. Большое значение имеет внеурочная деятельность. Во второй школе она очень разнопланова. Проектов очень много в разных направлениях. Конечно, вот большое место занимают проекты патриотического воспитания. Мы уже 2 года реализуем проект «Календарь Победы». Мы, знаете, мы гордимся, потому что вот столько всего сделано, да, и вот уголок мы оформили новый. Сейчас у нас много ребят на СВО, да, мы все это отслеживаем, тоже пытаемся связь поддерживать и помогать, и где-то материально, да, насколько это можем, там плетем, ребята у нас на уроках технологии, и плетут сети, и делают свечи, и мы им помогаем. Школьные будни чрезвычайно насыщены, идей у педагогов множество. А первыми их соратниками становятся, конечно же, дети. Ребята с энтузиазмом включаются в познавательную и творческую деятельность. Школьное самоуправление всегда было, есть и будет. Вы знаете, конечно, они такие выдумщики, они придумывают такие вот какие-то изюминки, такие удивительные, да. Мы никогда не против их поддержать. В завершившемся учебном году учителя и ученики приступили к реализации еще одного масштабного проекта, посвященного юбилею второй школы. Наш проект называется «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». И вот мы хотим и уже проводим, то есть начали эту работу, провести прямо цикл мероприятий, проектов, опять же, там встреч, посвященный тому, что мы расскажем о тех людях, которые работали и которые учились у нас в школе. У нас очень много знаменитых выпускников, людей, которые достигли каких-то там, определенных высот. Вообще все наши выпускники – это замечательные люди, которые трудятся во славу нашего города, нашей республики, нашей страны. По словам Светланы Геннадьевны, педагог взрослеет с каждым из своих воспитанников, поскольку именно дети нацеливают учителя на постоянное саморазвитие. Теплые отношения Светлана Геннадьевна сохраняет со всеми своими учениками. Многие из них привели детей к нам в школу. Это меня очень радует, что они нам доверили своих чад. Вот мы встречаемся на родительских собраниях. Утром, когда встречаем детей, они заводят. Конечно, мне очень приятно, что ребята не забыли свою школу, своих ребят привели сюда к нам. Вся жизнь нашей героини оказалась неразрывно связана со второй школой. За время профессиональной деятельности педагог и завуч реализовала множество проектов и воплотила в жизнь массу начинаний. Впереди работы немало, идей у Светланы Геннадьевны не перечесть.